зарегистрирован я и зарегистрированы члены моей семьи. Сестренка, дочка, мама. Это единственное жилье. Я не группы. Здравствуйте, дорогие друзья! 10 часов утра в Башкортостане, новая неделя. Сегодня понедельник, 20 января 2025 года. Самое время приступить к новому выпуску программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». А именно в YouTube-трансляции, а также в трансляции в телеграм-канале «Аспектов» нас можно смотреть и слушать, а после можно найти запись в телеграм-канале, в том же YouTube, в группе ВКонтакте «Башкортостан онлайн», в аккаунте «Аспектов» в ТикТоке, а также с помощью подкаст-площадок. Вот так вот неожиданно, хотя на самом деле мы давно публикуем аудиозаписи в подкастах, включая Яндекс.Музыку, Apple подкасты, ну и прежде всего Мави. Главный подкаст-агрегатор на сегодняшний день в России – это Мави. В общем, все это есть в телеграм-канале, поэтому не жалуйтесь, скажем так, те из вас, кто говорит, что смотреть или слушать невозможно. Варианты все-таки есть. Но я в этом смысле, конечно же, никого, скажем так, не пытаюсь ругать. Я лишь напоминаю, что для того, чтобы средства обхода блокировок обходить, есть пока еще все возможности, в том числе совершенно бесплатные, которыми мы снабжаем всех страждущих. Если у вас с этим сложности, обращайтесь к редакции с помощью бота обратной связи в телеграм-канале. Если зайти в описание канала, там есть аспекты бот. Кликаете, отправляете сообщение, а дальше дело техники. Отдельно отмечу, что целый ряд новых подписчиков в телеграм-канале в последнее время появился. Здесь я понимаю, что послужило отправной точкой. Это розыгрыш премиум подписок для нескольких пользователей Телеграма, которые подписались в эти дни на сразу несколько телеграм-каналов, дружественных нам. Вот. И есть вероятность, что многие после этого покинут наши дружные ряды. Но я призываю этого не делать, потому что даже если вы живете не в Башкортостане, здесь говорят важные вещи. Важные вещи с точки зрения всей страны и всего мира. А также помимо текущих новостей, здесь есть возможность общаться в режиме прямой трансляции, делиться мнениями, наблюдениями, в общем, искать ответы на сложные вопросы. Поэтому мы рады всем нашим друзьям, всем нашим подписчикам. Вот. Ну и прежде чем мы перейдем к новостям Республики Башкортостан, мы обычно говорим про новости глобальные из телеграм-канала «Эхо Новости». Поехали. Несколько взрывов прогремели в Казани, сообщают местные СМИ и телеграм-каналы. В небе были видны вспышки от работы ПВО. В городе объявлена угроза атак беспилотников. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска закрыты для самолетов. О звуках взрывов сообщают и пользователи соцсетей из Рязани. Министерство обороны России сообщило о 31 сбитом за ночь дроне. Официальных данных о последствиях пока нет. Сотрудник военной полиции Тывы, избивавший дубинкой и электрошокером контрактников, задержан по возбужденному против него уголовному делу, отчитались в Центральном военном округе. На видео, распространившемся в соцсетях, силовик использует истязания, чтобы ускорить возвращение военнослужащих с лечения на фронт. Танкер «Волга-нефть-239» с минувшего месяца, стоящий на мели в районе Керченского пролива, будет полностью разобран на месте, сказал глава Росморречфлота Тарасенко. Судно начали откачивать находящиеся на борту 1500 тонн мазута. Разгрузка займет 4 дня.
Израиль освободит 90 палестинских заключенных в рамках заключенной с Хамас сделки, пишет Times of Israel. Ранее палестинское движение по тому же соглашению освободило 3 заложниц, находившихся в плену в секторе Газа. На первом этапе достигнутой договоренности предполагается обмен сотен палестинских заключенных на 33 израильтянина. Соцсеть TikTok возобновила работу в США, сообщила администрация платформы, связав возвращение с усилиями Дональда Трампа. Сам избранный президент на последнем перед инаугурацией митинге сказал, что с TikTok может быть достигнуто соглашение в виде продажи новому владельцу 50% соцсети, а не американской части бизнеса, как предполагалось ранее. Самолет «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Россия», вылетевший с 66 пассажирами в Саранск, вернулся в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали. Авиаперевозчик отчитался, что для выполнения рейса привлечен резервный борт. Почти 2000 россиян получили отказы во въезде в Мексику в течение минувшего года, рассказал «Известиям» российский посол Сафинский. По его словам, чаще всего это происходило во время пересадок в Стамбуле. Число отказов незначительно снизилось по сравнению с предыдущим годом, но все еще превышает уровень 2022 года. Итак, друзья, я пытаюсь понять, все ли у нас в порядке с трансляцией. Почему-то я ее не вижу в YouTube. Я лишь вижу, что работает она в Телеграм-канале. И в этой связи у меня вопрос к коллеге, который отвечает за техническую часть. Что у нас происходит? Я жду ответа. Ну, трансляции как не было, так и нет в YouTube. Зачем я распинаюсь? Уж простите. Есть? Точно? Любопытно. Так, ну... Дело в том, что... Да, я понял. Ну вот надо разобраться, что же произошло, почему случилось не так. Мы анонсы делаем для того, чтобы срабатывали анонсы, а не отдельные трансляции. Да, друзья, я вижу, что трансляция пошла не так, как нужно было. Я ждал ее, как и многие, наверное, из вас, по ссылке. Я прошу в не сработавшей трансляции написать сообщение для зрителей, чтобы они переходили на новую, которая идет отдельно, в отдельном, так сказать, стриме. Да, и здесь я вижу ваши комментарии, вопросы. Да, вы пишете, что есть трансляция. Ну вот видите, как она пошла. В то же время Рада пишет, что YouTube практически стал недоступным, VPN неудобный. Ну, да, менее удобный VPN, чем отсутствие VPN. Но если он работает, то, в общем-то, люди не жалуются. Надо использовать все-таки максимально работающие механизмы. И, пользуясь случаем, напомню, что на Wildberries доступны маршрутизаторы или VPN, точнее, Wi-Fi роутеры с встроенным VPN. Прямо так в поиске забиваете, находите. Пока что китайская продукция соответствующая доступна, надо покупать там 5-6 тысяч рублей, и в вашем доме сразу свободный интернет для всех устройств. То есть не нужно будет ставить VPN отдельно на компьютеры, ноутбуки, да и вообще на телефоны даже. Все вместе одновременно будет работать в свободном интернете. Например, телевизор, если вы ранее привыкли пользоваться телевизором для просмотра YouTube-трансляции. А таких довольно много людей было, насколько мне, по крайней мере, известно из собственных наблюдений. Ну что ж, разобрались-таки с нюансами. Не обошлось без эксцессов технического характера, но двигаемся дальше и переходим к новостям Башкортостана. Бывшему министру транспорта республики запросили 5 лет лишения свободы. Речь идет про Александра Булушева, некогда главы Минтранса республики. Один из чиновников хабировской, скажем так, команды, который в том числе бывал на интервью у меня на нашей площадке в бытность радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. То есть, по сути, один из тех, кто не боялся
разговаривать со своей аудиторией, и не только со своей аудиторией, надо сказать. И вы помните, у меня изначально присутствует такие кредит доверия определенный к тем, кто не стеснялся все-таки отвечать на вопросы. Вот. И в этой связи, мягко говоря, удивительно, конечно. Смотрите, согласно материалам дела, по которому проходит Булушев, региональный Минтранс, которым он руководил, заключил с санкт-петербургским авиаоператором Skycopter контракт на перевозку официальной делегации из Башкортостана постфактум, ну то есть после того, как перевозка была осуществлена. Делегация ездила в так называемую ДНР и Узбекистан. То есть, по большому счету, речь в этом конкретном деле о прямой коррупции не идет, о воровстве не идет. Чиновник деньги в карман не клал. А, судя по всему, всего лишь исполнял приказ или распоряжение вышестоящего руководства. Условно говоря, условный Хабиров объявил, что мы, дескать, летим, я не знаю, в ДНР. Нужно обеспечить поездку. Ну-ка, Минтранс, займитесь. А летим мы через неделю. И вот ДНР, Минтранс этим занимается. Так или иначе, насколько умеет, насколько может, организует поездку. Мы можем отдельно рассуждать на тему того, надо ли ездить в ДНР, и с помощью чего туда надо ездить, нужно ли использовать авиацию. Это все понятно, вопросов нет. Но 5 лет чиновнику вот за это. Вроде как чума на оба ваших дома, как говорится. Все они там хороши. Но, еще раз, для того, чтобы появилось доверие вот этой всей борьбе с коррупцией, борьба должна выглядеть, на мой взгляд, немножко иначе. В данном случае не идет речь ни о какой борьбе с коррупцией. Речь идет о поиске стрелочников, козлов отпущения для того, чтобы оградить от какого-то бы то ни было преследования главных виновников всего происходящего в республике и в стране. В этом смысле не могу не послать, скажем так, лучи поддержки Александру Булушеву. Он при всех вопросах выглядел, опять-таки, относительно адекватно на своем месте. Да, не все понимал, наверное. Да, он скорее был дорожником и уж ни разу не был транспортником. Недаром в транспортной части у нас в республике ничего в лучшую сторону как не менялось, так и не меняется сейчас. Вот. Но так или иначе, опять же, всегда подкупает вот эта вот готовность так или иначе все-таки отвечать на неудобные вопросы журналистов и аудитории. Вот. Нам Network напоминает, что Дональд Трамп с сегодняшнего дня президент Соединенных Штатов. Действительно, он сегодня вступит в должность официально. 20 января, исторически сложившаяся дата в США, когда новоизбранный президент официально принимает присягу. Обычно это происходит на улице, на площади, скажем, неподалеку от Капитолия, насколько я помню, да. И президент в итоге в стране меняется. Он хотел остановить войну за 24 часа, напоминает нам подписчик, но спас за сутки только ТикТок. Да, по поводу инициатив Трампа и украинской войны много уже сказано. Здесь мы сейчас, наверное, распространяться особо не будем. Хочется верить, что так или иначе горячая фаза кончится, и при этом кончится, нормальным, скажем так, справедливым, что ли, максимально возможно справедливым способом. Опять же, исходя из тех реалий, которые мы сегодня имеем. Тем временем, в некотором роде продолжая транспортную тему, семье водителя Башавтотранса, который умер из-за переработок, отказали в итоге в выплате. 63-летний водитель стерлитамакского филиала Башавтотранса скончался 14 марта 2024 года не где-нибудь, а прямо на площадке перед Уфа-ареной во время церемонии вручения ключей от новых автобусов. Мужчине стало плохо прямо в строю, после чего он потерял сознание. Причиной официально назвали ишемическую болезнь сердца. По данным Гострудинспекции, заболевание возникло на фоне систематических переработок. Несмотря на это заключение, Социальный фонд отказался признать случай производственным и выплатить пособие семье.
Дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону Гострудинспекции и семьи погибшего. Ну, то есть теперь вроде как семье должны выплатить. Вы просто полюбуйтесь, насколько чиновники в этом смысле ведут себя привычным для себя образом, бессердечным образом и элементарно отказываются помочь семье в той ситуации, когда ситуация не имеет двойного дна, скажем, да, она совершенно очевидна и понятна. В общем, не дай бог кому оказаться в такой ситуации. Развивая транспортную тему, пруфы написали возмутительный, на мой взгляд, материал. Ну, давайте, ладно, не возмутительный, спорный, назовем это мягко. Воздушное метро в Уфе – гениальная идея, которая решит транспортную катастрофу города. С точки зрения того, что в городе катастрофа, не поспоришь, никаких сомнений нет. Но дальше автор, который подписывается именем Лев Дорогов, утверждает, что все вопросы в Уфе можно решить строительством канатных систем транспорта. Ну, то есть подвесить на канаты вагоны, сделать что-то вроде фуникулеров или более даже чего-то масштабного, метро, ну, или трамвая хотя бы, да. В общем, я, не вдаваясь в подробности, скажу, что идея, мягко говоря, бредовая по многим причинам. И на вопросы, почему эта идея бредовая, ответов предостаточно у профессионалов и специалистов отрасли. Тем более, что в мире есть опыт использования таких идей. Более того, есть город на западе Германии, название которого не скажу, очень сложное оно на слух, где многие годы, вот уже 100 лет, функционирует подвесной трамвай. И ходит он по вот этой вот сложно построенной на самом деле линии вдоль речки городской. Ходит и ходит, как говорится. Решили они это дело сохранить в качестве достопримечательности, в качестве уникального инженерного сооружения. Но в пользовании крайне неудобная, крайне дорогостоящая и малоэффективная система. Вот. Нет ничего лучше, провереннее и доступнее по всем параметрам, чем обычный классический трамвай. Но опять-таки нормальный, современный, который не стоит в пробках, который вмещает достаточное количество пассажиров и ходит по расписанию. Вот что можно и нужно делать в Уфе для того, чтобы решить транспортную проблему. Не мифическое метро, не тем более мифические какие-то воздушные линии, а обычный понятный трамвай. Более того, на основе тех линий, которые есть. Правда, конечно же, их нужно реконструировать, по сути дела, отстроить заново, но в любом случае какая-никакая инфраструктура имеется. Более того, имеются площади, скажем так, которые заложены под это дело были еще исторически. В общем, свои 5 копеек я сюда внес. Но опять же, почему об этом говорю более или менее сознанием дела? Потому что занимаюсь проектом в области урбанистики, который называется «Здесь живут люди». И он каждый четверг выходит на YouTube-канале «Живой гвоздь», а также в онлайн-потоке медиапроекта «Эхо». Делаем мы этот проект с урбанистом Аркадием Гершманом. И, в общем, немножечко в тему погружаюсь все больше и больше. Вот. А мы дальше идем к важным, скажем, новостям, к серьезным новостям. И минувшую пятницу жители Стерлитамака, хотел сказать, удивили, но нет, вовсе не удивили, а поступили привычным образом и записали видеообращение к Владимиру Путину. И жалуются они на сей раз на строительство мусорного полигона, проект которого мы уже с вами в эфирах упоминали. Давайте посмотрим, как и что сказали стерлитамакцы, обращаясь к президенту России. Владимир Ильич, к вам снова обращаются с этого же самого места жители города Стерлитамак. Это, наверное, уже 3-е видеообращение, посвященное экологии в нашем, можно сказать, бедственном экологическом городе. Тема нашего обращения практически всегда одна и та же. Состояние грязного, состояние воздуха в нашем городе. Обращение граждан на качество воздуха измеряется у нас уже тысячами в год. Количество найденных ПДК также измеряется тысячами в год. И вот сегодня мы были на обсуждении проекта новой городской свалки, которая планирует находиться рядом со старой городской свалкой, которая должна быть исключена и рекультивирована. Рядом с этим местом нам запланировали новую свалку, которая
если, не дай бог, она будет реализована, будет в нашу атмосферу выбрасывать 6 тысяч тонн загрязняющих веществ. Вот таким образом, значит, Вадим Искандаров, сотоварищи, апеллируют к Путину. Не в первый раз это происходит. Мое отношение к подобным вещам вы знаете. Но, с другой стороны, я не могу не признать, что на сегодня этот инструмент остается практически единственно работающим на практике, скажем, да, и люди понимают, что записывать обращение к Хабирову, писать комментарии в его социальных сетях не имеет никакого смысла, потому что без отмашки сверху решение он принимать не будет. Ну а собираться многотысячной толпой и требовать, скажем так, изменений, как это было в случае с Куштау, ну, не получается, да. Всякого рода мусорные полигоны уж точно не могут консолидировать огромное количество башкортостанцев, как это было в случае с Куштау в 2020 году. И вот они обращаются, а мы за этим наблюдаем. И вот на этот раз, в случае с полигоном, что-то мне подсказывает, что ничего не произойдет. То есть это не такая потенциально резонансная тема, как было недавно в Уфе в случае с планами строительства центра пробации для освободившихся преступников. Вот, мне кажется, здесь ситуация не в пользу, скажем так, горожан. Хотя исключать удачного стечения обстоятельств нельзя. В общем, поживем, увидим, так или иначе. Но не могу не упомянуть, что Вадим Искандаров, вот, стерлитамакский активист, это один из тех, кто политику Путина и, в частности, вот так называемую СВО целиком и полностью поддерживает. И, соответственно, будет любопытно посмотреть, как он отреагирует на то, что любимый им Путин никак на него не отреагирует. И, соответственно, ну, мягко говоря, оставит людей у разбитого корыта. Как он это привык делать по всем другим вопросам или по большинству других вопросов, которые в стране возникают. Еще один, значит, видеофрагмент у нас сегодня с вами есть, и это история про уфимского активиста Рустема Мулюкова, который, к счастью, вышел таки на свободу после года в заключении. Я напомню, он был осужден одновременно с Лилией Чанышевой, бывшим руководителем запрещенного и ликвидированного штаба Алексея Навального в Уфе. Мулюкова как бы прицепом, по сути дела, да, к Лилии Чанышевой отправили за решетку. Он инвалид первой группы, и так или иначе он добрался до пермской колонии, где какое-то время отбывал наказание. Причем в той же самой колонии 29, где и находится наш с вами прославленный земляк Фаиль Алсынов. Так вот, Мулюков, вернувшись на свободу, оказался вновь в жерновах системы, так или иначе. И на сегодняшний день его могут лишить единственных записанных на него, являющихся его собственностью квадратных метров. Владеет он 12 метрами в 37-метровом разваливающемся, по сути, бараке. Ну, это уже не жилой дом, надо вещи своими именами называть. Так или иначе, имущество, непригодное для жизни, но имущество. И вот с участием бывших сотрудников полиции, которые, по словам Мулюкова, в свое время и начали его кошмарить, преследуя по уголовным статьям, вот эти люди не успокаиваются, хотят забрать последнее. Давайте посмотрим видеообращение Мулюкова с места событий по этому поводу. Сегодня 17 января 2025 год, город Уфа, улица Димитрова, 219, Мулюков Рустем. Я стою напротив, точнее за моей спиной дом по улице Димитрова, 219, который у меня хотят отсудить. Отсудить хочет Мангутова Ирина Фанилевна. Значит, это дочь Галеева Фанилия Ахметовича, того бывшего сотрудника милиции, который и принимал участие в фабрикации в отношении меня уголовных дел. И это все делалось, естественно, чтобы обратить взыскание на имущество в последующем, на денежные средства, на все остальное. Здесь зарегистрирован я и зарегистрированы члены моей семьи. Сестренка, дочка, мама. Это единственное жилье. Я и инвалид, значит, первой группы. Вот Рустем Мулюков в сложной ситуации, поэтому я призываю тех, кто может поддержать, оказать эту поддержку. В общем, он сам юрист, имеет огромный опыт участия в
всякого рода судебных делах, но в данном случае нужна именно огласка этой ситуации, мне кажется, журналистам, скажем, тем, кто оставляет за собой гордое звание независимых и реально все-таки хоть какую-то независимость продолжает проявлять, необходимо в этой ситуации обратить на нее внимание и Рустема поддержать. Потому что мало выйти на свободу, да, все-таки важно еще и продолжать каким-то образом жить и, я не знаю, работать и, в конце концов, чувствовать себя более или менее свободным, наверное, не почувствуешь, находясь внутри России, но хотя бы относительно живым. И продолжая тему правоохранительной системы, мы, конечно же, должны обратить внимание на баймакское дело, годовщину которого мы обсуждали в минувшую пятницу. И, конечно, в эти дни так или иначе мы увидели целый шквал публикаций на эту тему во многих независимых медиаресурсах. Я лично в одном только Инстаграме, я не знаю, с десяток, наверное, видел подборок, посвященных этой теме. И напомню, что в ближайший четверг состоится стрим, большой стрим в поддержку жертв баймакского произвола, а именно в поддержку фигурантов баймакского дела. Я планирую его вести на канале аспектов правозащитного проекта иностранного агента ОВД-Инфо и медиапроекта «Эхо». Там будут гости, спикеры и будет сбор средств для оплаты труда адвокатов, которые в режиме нон-стоп защищают как минимум 15 фигурантов этого процесса. Следите, как говорится, за анонсами, все будет в процессе. Я думаю, сегодня они уже должны появиться, эти самые анонсы. И также выйдет в этот день, я очень надеюсь, точнее, я в этом уже даже уверен, обещанное интервью с политологом Екатериной Шульман. Мы его публикуем кусочками, я думаю, вы видели рилсы, которые появляются периодически на канале. А дальше будет и, собственно, интервью. Отвечаю на вопрос тех, кто спрашивает постоянно в комментариях, а когда же появится само интервью. Это все будет в четверг. А пока надо сказать, что на суде в Ижевске гособвинение потребовало приговорить 6 фигурантов баймакского дела к 7 годам колонии каждого. Я напомню, что сроки у нас варьировались от 5,5 до 8,5, реально вынесенные по 9 случаям, которые нам известны, до Нового года еще, да. И еще один процесс в Ижевске подходит к концу. Информации крайне мало. Все эти процессы закрыты от посещения и прессы, я напомню, на всякий случай. Поэтому информация не всегда поступает оперативно, во-первых. Во-вторых, она поступает крайне обрывочно. И вот что мы имеем. В Ижевске дело рассматривает Ленинский райсуд, и там обвиняются Айтуган Малабаев, Велюр Карачурин, Данис Узянбаев, Азат Мирзин, Фатих Ахмедшин и Венер Яубасаров. Значит, всех этих ребят обвиняют традиционно по части 2 212 статьи в участии в массовых беспорядках, а также по части 1 статьи 318 в применении неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти. Значит, и тут напоминание о том, как и кого, где, задерживали. Каждый раз это печальная, но очень показательная история. Что тут скажешь? Мы, опять же, иллюзий не питаем о том, что суд может вынести справедливое решение, но всякий раз наблюдаем, надеемся, что, может быть, в отдельных случаях какие-то проблески здравого смысла могут произойти. Значит, прения сторон по данному конкретно процессу будут продолжены по плану 30 января. То есть в ближайшие дни ожидать приговора по этим фигурантам мы не можем. Дальше, что по этому делу нужно отметить. На минувшей неделе был опубликован пост правозащитницы, с позволения сказать, председателя Совета по правам человека при главе Башкортостана Зульфии Гайсиной. Мы обсуждали этот пост, но там важно, что она упомянула решение некого Верховного суда Оренбургской области по делу фигуранта, имя которого она не упомянула.
Я уточнил и понял, что да, речь идет о том Ильшате Ульябаеве, фигуранте, то есть которого осудили первым еще в конце лета минувшего года. И приговор по нему, получается, устоял, и сохранили ему обвинение в 5,5 лет. Вот. А при том, что защита, разумеется, требовала у Верховного суда отмены приговора, а прокуратура, с другой стороны, требовала, судя по всему, ужесточения. Потому что иски, скажем так, если я правильно их в данном случае называю, они поступили с обеих сторон процесса. Но приговор в этом смысле остался в силе. Кто-то скажет, радуйтесь, что не прибавили. Но, в общем-то, особой радости здесь, конечно же, немного, поскольку в любом случае приговор мы считаем суровым, при том, что Ульябаев вину свою признал. И, кстати говоря, вот фигуранты, которых я только что, значит, упоминал по Ижевскому процессу, они тоже вину свою признают. Таким образом, мы с вами можем констатировать, судя по всему, процессы идут по тем обвиняемым, кто с самого начала не стал, скажем так, пытаться сопротивляться. Мы знаем, что далеко не всех фигурантов баймакского дела защищают, скажем, реальные адвокаты, которые намерены бороться в суде и доказывать, что не было факта массовых беспорядков, и уж тем более не было никакой вины за их доверителями. Но не все так поступили по разным причинам, но я думаю, что в том числе причиной явилось давление со стороны следователей, которые давным-давно привыкли не только по политическим делам, но и по большинству, подавляющему большинству любых дел заходить к обвиняемым и тут же говорить, что так, дружище, давай-ка ты вину признай. Таким образом мы быстрее дойдем до суда, сам суд пройдет быстрее и получишь ниже минимального. Иначе все это затянется надолго, и ты получишь по максимуму. Третьего варианта не дано, как они говорят своим подопечным. К сожалению, по большому счету, они правы, если, справедливости ради, да, констатировать, как у нас устроена правоохранительная система. Но с точки зрения, я не знаю, истории, можно ли, конечно, об этом сейчас так говорить, это не совсем хорошо. Еще раз, находясь на свободе, никто не может, скажем так, давать ценных указаний тем, кто находится за решеткой, и говорить: ай-яй-яй, вот ты неправильно поступил, надо было иначе. То есть сразу никаких нравоучений, это и неправильно с точки зрения морально-этических принципов, и вообще контрпродуктивно. Но мы должны сказать, что все-таки признание вины отдельными фигурантами автоматически приводит к тому, что другим, кто вину свою не признает, будет намного сложнее выстраивать свою линию защиты. Этот факт неопровержим, это, к сожалению, так. И когда речь идет про какие-то массовые истории, всегда, к сожалению, есть те, кто вину свою признают. И тут... Еще раз, причины у них разные, но так или иначе по факту, в конце концов, это ложится в основу их приговора и потом в качестве некой преюдиции позволяет намного проще обвинять, в том числе тех, кто вину свою не признал. В общем, крайне противоречивая, сложная и, уж простите за банальность, неоднозначная история складывается по Баймаку, что неудивительно, другого ожидать здесь было невозможно. Третий вариант – революция, пишет Network. Но этот вариант, он касается уж не только конкретно баймакской истории, да, но в целом всей нашей жизни. В общем, таким образом, по Баймаку, то, что на сегодня мы знаем, я, в общем, озвучил. Пишите свои комментарии. Вижу, что не очень активны мы пока в чате. Может быть, сказать особо и нечего. Действительно, все и так понятно, все и так очень грустно. Таким образом, дальше будем идти. И тему так называемой СВО мы не можем не затронуть. Кстати, подсчеты аспектов по погибшим в минувшие выходные преодолели такие 4000-ную отметку. Я напомню, что отдельные
журналистские проекты констатировали преодоление 4000 еще перед Новым годом, а мы вот достигли сейчас. Вот. Но список, как вы видите, пополняется очень-очень быстро. Иной раз в день появляется 2 некролога у нас в канале, и в каждом по 10 фамилий. В общем, утверждение о том, что война, с одной стороны, рутинизировалась, с другой стороны, вошла в свою самую кровавую фазу, на мой взгляд, совершенно уместно в данном случае. Погибших стало сильно больше, чем было даже в 23-м году. Я уже не говорю даже про 22-й, когда все только начиналось. И вот на этом фоне в одной из башкирских деревень школьники плетут маскировочные сети для фронта. Разумеется, я не утверждаю, что это происходит только в одной деревне, но мы говорим сейчас о конкретной деревне, откуда информация поступает. Речь идет про деревню Усть-Табаска Аскинского района Республики Башкортостан. Откуда мы об этом знаем, а сами учителя, администрация школ об этом с гордостью отчитывается. Причем это делают не волонтеры в лице учителей и каких-нибудь родителей сочувствующих, а именно руками детей они это делают. В каждую ячейку вплетается детскими ручками доброта и любовь, поэтому такая защита надежней любой брони, пишет Аскинская новь. Судя по всему, это районная газета. Детям также помогают их родители, отмечает все-таки издание, а также педагоги. При этом используют они для своей работы рыболовные сети и некие полоски ткани. То есть полоски ткани вплетаются в ячейки рыболовных сетей, и получается так называемая маскировочная сеть. Опять же, крайне удручающая, конечно же, и печальная новость. Разумеется, винить в чем-то детей ни в коем случае нельзя, мы этого делать не будем. А вина на взрослых, причем даже не на родителях, наверное, в данном случае, и даже не на рядовых учителях, а на взрослых куда более высокого пошиба. Есть вероятность, что конкретным учителям конкретной школы распоряжения выдают в администрации района, в районном отделе образования, да, и эти распоряжения невозможно проигнорировать как вариант. Может быть, где-то и сами, как говорится, инициативу проявляют. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет, недаром говорят у нас на Руси. В общем, что есть, то есть. Тут уж не поспоришь. Кстати, кто-то скажет, что даже осуждая проведение СВО, нельзя осуждать такие вот явления, как плетение сетей, потому что это может спасти отдельные жизни. И нельзя вроде бы не согласиться отчасти с этой теорией, что мы должны переживать в том числе за своих земляков, которые там гибнут бессмысленно. И мы, кстати, переживаем, когда об этом говорим, когда констатируем, что их стало больше 4000, мы говорим это со скорбью и печалью. Вот. И в этой логике желать все-таки всем скорейшего возвращения. И с этим вроде бы даже не поспоришь. Но с другой стороны, опять-таки, когда ты говоришь о том, что это должно быстрее закончиться, вроде как логично желать обратного. И тут возникает, знаете, если говорить по-простому, конфликт интересов буквально в одном сознании. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. В общем, каждый сам тут для себя, наверное, выбирает конечный принцип, который считает верным, единственно верным. Потому что в какой-то момент времени ты приходишь к выводу, что компромисс в рассуждениях, да, по этим вещам, он становится практически невозможным. Потому что нету того компромисса, который позволил бы и здесь угодить, и тут угодить. Да? С одной стороны, выражать антивоенные настроения, с другой стороны, сочувствовать тем, кто эту войну собственными руками делает. Тем временем в Казани горит авиазавод, сообщает нам наш подписчик Network. Опять же, да, за что боролись, на то и напоролись, хочется сказать сходу. И, в общем-то, что тут скажешь? Окей, чему быть, того не миновать. Далее.
В Уфе, кстати говоря, тоже без пожаров не обходится, но я думаю, что в данном случае речь гораздо более о банальном случае. В Уфе у развлекательного комплекса «Огни Уфы», между огнями Уфы и Домом печати, сгорело торговое помещение. И известное многим уфимцам помещение, где в разные годы присутствовали разные магазины. В конце 90-х, еще в начале нулевых, торговый центр АИС плюс, потом АИС 2000 он назывался, помните? Там был прекрасный магазин канцтоваров. Я, будучи, помню, студентом первого курса в 2000 году, для уроков геодезии закупался там миллиметровой бумагой, перьевыми ручками, тушью. Все это было очень доступно, и выбор был там огромный. Многие годы дальше там была «Матрица», но в последние годы эконом-супермаркет «Светофор». И вот это здание, окруженное ныне высотными человейниками, вроде как никому не мешало, но сгорело вдруг ни с того ни с сего. Кто-то скажет, официальных заключений пожарных МЧС мы еще не видели, по крайней мере, я не видел, но что-то мне подсказывает, что это здание как бельмо в глазу у застройщика и у будущих жителей вот этих вот высоток было. Как говорится, лишние квадратные метры для парковки, там, я не знаю, для чего угодно. Ну, посмотрите на место, кто рядом, да и на фотографиях это видно. Высотки были буквально в нескольких метрах от этого сооружения. По крайней мере, одна из них. И представить себе, что сохранится и высотка, и магазин, было, мягко говоря, сложно. И вот конечный результат. К счастью, никто не пострадал. Вот. Но, как писали некоторые комментаторы в соцсетях, ушла буквально эпоха. Замечательное место было с точки зрения удобства. Всегда можно было припарковаться на личном автомобиле, затариться. Я помню, специально приезжал в эту «Матрицу», хотя было не по пути долгое время, потому что было удобно заехать, припарковаться, закупиться и уехать. Буквально в ежедневном формате посещал этот магазин. Вот. Я думаю, что и вы можете, кто-то из вас, как минимум, поделиться воспоминаниями в связи с этим пожаром. Аспекты сообщили, что профессор Уфимского университета науки и технологий, внимание, Руслан Валиев, вошел в десятку ведущих российских исследователей, согласно рейтингу, составленному Стэнфордским университетом. Руслан Зуфарович, именно таково его отчество, Валиев, давно известный ученый, и работал он многие годы в УГАТУ, в авиационном университете, а теперь вынужден числиться профессором вот этого объединенного вуза. Я об этом отдельно говорю, потому что люди спрашивали, а в каком из этих вузов все-таки он изначально делал свою научную карьеру. Поздравляем, во-первых, то, что есть у нас такие ученые, которые, несмотря на все даже нынешние сложности, когда контакты между научными кругами разных стран по известным причинам прерываются, в любом случае признают заслуги. Сам рейтинг составлен в рамках проекта Стэнфордского университета и научного издательского дома Эльсевир, называется он. Значит, который включает всего, этот самый рейтинг включает 2% лучших ученых мира. Руслан Валиев – доктор физико-математических наук, и он возглавляет научно-исследовательский институт физики перспективных материалов. То есть, в общем-то, занимается важными и актуальными в сегодняшнем мире вопросами науки. Как говорится, вопреки всему, в общем, вот возникает дополнительный вопрос, есть ли у него последователи, да, есть ли у него студенты, которые, обучаясь, скажем так, вливаются в эту сферу и готовы продолжать эту работу. Но для чего им нужно что сделать? Не только получить диплом о высшем образовании, а пойти в аспирантуру. По сути дела, в сегодняшних реалиях, если говорить и смотреть правде в глаза, нужно лишить себя, если не молодости, то, по крайней мере, веселой жизни. И оказаться в неких таких тисках, да, между молотом и наковальней. Я как человек, который, кстати, в свое время пытался пойти в аспирантуру, я даже
числился в ней. Вот. Но в итоге, конечно, не учился, потому что, в общем, пришло понимание, что это бесперспективно, по крайней мере, на тот момент времени, тем более, что появилась работа, появились доходы, и не было никакого желания перекладывать бумаги из стопки в стопку. Хотелось работать, общаться, гулять и так далее. Стобавовна пишет про «Матрицу». Да, «Матрица» там была раньше, мы об этом уже говорили. Это про магазин, который сгорел. Тот, кто раздает разрешение на строительство в администрации города, враги своего города и народа. Опять-таки не поспоришь. Кстати, буквально, опять же, в эти дни город принимает вот это решение, о котором мы говорили, об отмене общественных обсуждений и слушаний по части новых проектов, скажем так. По крайней мере, большинства проектов, которые не касаются заповедных зон, а касаются таких привычных зон застройки. Я спрашивал у знающих людей, оказывается, практика довольно распространенная. На фоне так называемое СВО во многих регионах решили облегчить участь застройщиков, чтобы никакие граждане не мешали им своими обсуждениями. Во многих, да не во всех. Вот что важно. То есть у нас регионы, где, в общем-то, сохранились вот эти вот нормальные, устоявшиеся хотя бы признаки гражданского общества. У нас, конечно же, впереди планеты всей брать под козырек и делать все самое худшее, что делается в стране в последние годы. Тем временем, признанный иностранным агентом, уфимский рэпер Моргенштерн продолжает испытывать сложности как личного, так и судебного характера. На личном поприще, скажем, я думаю, те, кто следят за ним, слышали. Он испытывает сложности в борьбе с вредными привычками. И вот он с начала Нового года отправился в лечебное учреждение, и откуда публикует посты о том, как он принимает медикаменты и идет на поправку, как мы надеемся. Да? На этом фоне судебные органы арестовали имущество Моргенштерна в рамках дела о нарушении им законодательства об иностранных агентах. Согласно решению суда, музыканту запрещено проводить какие-либо юридические операции с земельным участком и жилым домом в Леоново, расположенном в Истринском районе Подмосковья. Также под арест попали нежилое здание и 3 нежилых помещения. В 2021 году, оказывается, Моргенштерн оформил ипотеку на дом площадью 809 квадратных метров и участок земли размером около 1 гектара, а также гараж в этом самом подмосковном Леоново. Общая стоимость этих объектов составляет около 200 миллионов рублей. Кроме того, 3 нежилых помещения в Москве, находящиеся в многофункциональном комплексе Александрия, также были арестованы. Ну и в качестве штриха добавлю, что буквально вчера известный, наверное, самый известный водитель такси из Уфы Эдуард Асадуллин, известный под ником «Он сказал, поехали», опубликовал очередное видеообращение на своем канале. И обратился он на сей раз к Бастрыкину. Почему к Бастрыкину, кстати? Но обратился он с какой просьбой? Не там закрыть дело, не начать дело, а походатайствовать, поспособствовать тому, чтобы с Моргенштерна сняли статус иностранного агента. Дескать, если у него статус этот будет снят, то он вернется на родину и будет приносить пользу родине, находясь дома. И при этом Эдуард очень душевный, теплый человек. Кстати, бывал у нас в «Аспектах» в эфире в гостях. Он упоминает, что Моргенштерн, в отличие от других, которых он не называет, не поливает свою родину грязью. И вот тут, конечно, меня этот момент зацепил и возмутил даже. То есть то, что Моргенштерн, в отличие от других, помогает онкобольным детям из Уфы деньгами, это бесспорный факт, и это огромная его заслуга, и он большой молодец. Он и свои деньги выделяет, и призывает поклонников, подписчиков скидываться. И, в общем, как правило, если Моргенштерн подключается к какому-то сбору, то все получается хорошо. И на этом фоне, ну, скажем, другие иностранные агенты вроде как не отличаются постоянной благотворительностью. При этом я должен сказать, что никто не обязан.
при всем, как говорится, уважении или там, я не знаю, при всех вопросах. При этом упоминать то, что он, дескать, родину свою грязью не поливает, конечно же, мне кажется, совершенно неправильно. Во-первых, те, кто кого-то поливают, поливают не родину. Еще раз, не нужно путать родину и власть. Юрий Шевчук, еще один наш замечательный, многоуважаемый земляк, да, он об этом очень четко и много раз говорит, и здесь, мне кажется, не отнять, не прибавить. Путать родину и власть нельзя. И те, кто критикует власть, режим, родину не трогают. Если мы сейчас упомянем ту же самую Земфиру, я не знаю, рэпера Фейса из наших земляков, то, конечно же, мы не можем ни разу сказать, что они имеют что-то против родины. Как раз-таки по родине они скучают и очень ее любят. Вот. Моргенштерн же в этом смысле молчит. Вот. Он в этом смысле не поливает грязью действительно ни родину, ни власть. Хотя в начале, когда все это начиналось, он немножечко высказывался против власти. Правда, перестал. Видимо, уровень скуки и желания вернуться домой пересилил. Не знаю, не буду в это лезть. В общем, плохо, когда лидеры мнений, в том числе такие позитивные, хорошие, все-таки путают вот эти вот вещи, да, и не отделяют зерна от плевел. Очень хотелось бы, чтобы отделяли. Да, у Моргенштерна много заслуг, и можно обращаться, ходатайствуя о том, чтобы с него статус сняли. Нет проблем. Но почему нужно выделять его в качестве того, кто, дескать, родину не поливает грязью? Вот это вопрос. Так. Ой, прекрасный комментарий поступил вдогонку к предыдущей новости по поводу Руслана Валиева, ученого. Последователи у Руслана Зуфаровича есть, талантливые молодые ученые. Пару месяцев они совместно делали доклады по перспективным материалам для использования в медицине. Ну что ж, видите как, вот мы тут говорим, что все плохо, а не везде все плохо. Местами люди, вопреки обстоятельствам, добиваются каких-то результатов. Молодцы, что уж тут скажешь. В будущем, я надеюсь, вот эти вот достижения будут полезны. Очень не хотелось бы, чтобы были достижения, которые могут быть полезны нынешнему режиму, особенно с военной точки зрения. Но тут уж, как говорится, не от нас зависит. Вот. Тем временем жителей Башкортостана, или, как пишет Башинформ, Башкирии, приглашают к участию в конкурсе. Внимание, популяризации русского языка. То есть, по мнению организаторов, у русского языка есть проблемы в республике, и его нужно популяризировать, да, потому что, дескать, видимо, мало на нем разговаривают, видимо, все перешли уже на башкирский, русский забыли и не понимают, зачем он им нужен. Нужно как-то проблему решить. Решили некие люди и устраивают конкурс. Значит, до 1 апреля идет прием работ для участия во всероссийском конкурсе «Великий и могучий мой родной русский язык». Его участниками могут стать школьники и студенты, педагоги и так далее. Необходимо создать видеоролик, короткометражный фильм или короткометражный анимационный фильм, показывающий использование современного русского языка без нецензурной лексики и излишнего использования иностранных слов в быту и в общественном пространстве. Организует конкурс Общественный совет при Минкульте России, Комиссия Общественной палаты, Комиссия Общественной палаты еще одна, а также некая некоммерческая организация Агентство социальных технологий и коммуникаций. Пишет об этом автор, опять же, Лейла Аралбаева, автор, которая в Башинформе вроде как отвечает за как раз-таки популяризацию башкирского языка. Очень любопытно. Ну что ж, вот так вот. Будет ли в дополнение, не буду говорить в противовес, будет ли в дополнение что-то в поддержку родных языков, башкирского, татарского, быть может, и других родных языков людей, населяющих Башкортостан, остается вопросом открытым. Вот. Такие новости, друзья, к этому часу. По большому счету они завершились. Вот такой вот на этой самой неожиданной, а может быть вполне ожидаемой ноте. Будем с вами прощаться. Напомню про лайки, напомню про комментарии.
а также про поддержку аспектов с помощью добровольных пожертвований. Друзья, очень нуждаемся. Отдельно призываю. Ну, в общем, это не пустые слова, это реальная необходимость. Нам нужно обновлять кое-что из оборудования, и для этого нужны средства, которых нет. Поэтому сервис Пусти позволяет это делать очень просто. Ссылка в описании к этой и к любой другой трансляции найдется. Спасибо всем за участие, спасибо за время потраченное. Увидимся в эфире уже завтра в привычное время. Будьте здоровы и пока.